Я бы для себя отметил вот несколько достаточно интересных моментов, когда разбирал те задания, которые были присланы. Во-первых, большое количество очень вопросов в том пункте, где их, соответственно, требовалось высказать и сформулировать. Я очень приветствую вопросы, может быть, на весь экран и на самый первый слайд. Я очень приветствую вопросы, потому что в нем, во-первых, раскрывается определенный познавательный интерес, во-вторых, раскрывается особенности мышления любого человека, который его формулирует. Ну и в-третьих, дает возможность, в общем-то, уже быть вовлеченным в определенный диалог, даже если он и имеет такое вот заочное свойство. Очень много в рефлексиях было выделены те позиции, которые мы с вами рассматривали в самом начале предыдущего семинара, как некую такую методологическую затравку, оболочку. И я бы, наверное, выделил несколько таких вот пунктов, которые сквозили в вопросах, в рефлексиях. Отчасти я дал на них ответ, если это были вопросы. Но тем не менее, вот позволю себе еще несколько таких слов, комментариев сделать по части того, что, дескать, а нужна ли нам какая-то вот преамбула вообще в заданиях, нужна ли нам какая-то мотивационная составляющая, ведь в БГУ, например, приходят все дети мотивированные, они приходят уже изначально ориентированные на получение знаний. И, может быть, не нужно вот сводить какой-то процесс обучения к некой такой развлекательной форме. Ну, я бы, например, не стал вообще говорить, что в данном случае речь идет о развлекательной форме. И занятное задание, которое увлекает порой нас, взрослых людей, и заставляет нас, в общем-то, отложить какие-то другие дела и сфокусировать свое внимание на выполнении тех или иных деятельностей, это уже, наверное, хорошо. С другой стороны, и в БГУ, в любой другой вуз приходят разномотивированные студенты, абсолютно. Мотивация и уровень подготовки – это не совсем и не всегда коррелирующие вещи. В-третьих, даже если есть самый мотивированный студент к обучению, но если он, скажем так, воспринимает информацию по старинке, именно его учебная деятельность основная сводится к определенной такой репродуктивной деятельности, усвоить, разложить, интериоризировать, разложив все по полочкам, потом ответить, то такой студент больше теряет время, чем приобретает. Почему? Потому что его определенная личностная, организационно-деятельностная, тем более креативное качество личности, они дремлют, они находятся за закрытыми такими створками, и этим створкам они не позволяют ему вот свои все качества творца проявиться в учебном процессе. И спрашивается, откуда у нас вот очень много, на самом деле, и краснодипломников, если брать среднее общее образование, выпускников с золотой медалью, с различного рода достижениями. Однако это признают и современные специалисты, что это не отражает уровень, во-первых, мотивации, раз, а во-вторых, такой типичный отличник, иногда очень большой антагонист креативщик. И причина не в том, что плохой студент, а в том, что его просто не научили ставить цели, задавать вопросы, начиная там со средней школы, а потом уже и в вузе. Это вот что касается некоторых таких моментов ответа на типичные вопросы. Сегодня у нас семинар будет связан с разработкой уже занятия эвристического типа. Я считаю, что, в общем-то, первые, может, их 5? Нет? Я считаю, что первое занятие, первый семинар, это семинар, который, в общем-то, был таким основополагающим и с точки зрения методологии и выполнения очень сложного задания, открытого задания. Многие, кстати, в рефлексиях это отмечали. И вот в некоторых рефлексиях как раз таки это отражается. Главный результат – это осознание того, что на привычные формы работы можно и нужно посмотреть совсем с другого ракурса. Вот в данном случае я бы это выделил с другого ракурса, с другой стороны. Если мы будем и студентов учить на вещи привычные смотреть с другой стороны, это и будет основным аргументом считать, что мы развиваем творческое мышление. Тут, наверное, плохо все-таки. А развернуть можно или нет?
Получится не так. Такой системы какой-то, и оно черный экран. Да? Ну, либо перезагрузить. Ну, коллеги, все вещи, Андрей которые... Дмитриевич, если несколько минут подождать, перегрузить, тогда, в принципе, заработает. Я думаю, что давайте мы не будем несколько минут ждать. Я сюда поместил на слайд все рефлексии, которые попали и в выпуски, информационный выпуск, и выпуск по анализу выполненных работ участников. Поэтому не думаю, что эта информация новинка, а некоторые вещи я просто прокомментирую. Вот. Очень важна, и это отмечают в рефлексиях, как раз таки польза от группового формата, совместной работы над заданиями в самих группах. Почему? Потому что кроме эмоционального компонента есть глубокий содержательный. И вообще, например, с точки зрения социальной психологии, американские исследователи, например, отметили, что групповое обсуждение тех или иных проблем, как правило, дает гораздо более глубокие, более точные продукты, нежели сумма индивидуальных результатов работы каждого участника. То есть вот эта групповая общность, она имеет абсолютно нелинейный характер на выходе по отношению к сумме линейных характеров. Ну вот, как результат, семинар не оставил равнодушных, работа в группе началась быстро и активно, идеи для разработки открытых заданий фонтанировали одна за другой, время пролетело незаметно. То есть разные очень и преподаватели вуза, и преподаватели лицея, кто прислал свои разработки, хотелось бы считать, что тут было больше, но тем не менее вот, отмечают одни и те же такие, скажем, выпуклости, о которых я чуть раньше уже сказал. Главный результат – понимание необходимости расширения арсенала средств обучения студентов. Я считаю, что очень лаконичное, глубокое определение, емкое очень. Почему? Потому что когда мы все преподаватели, когда мы считаем, что вот у нас есть определенный рецепт, как должно быть, а за этим рецептом мы не видим других рецептов, студенты это очень четко понимают и ощущают, и в результате мы где-то проходим мимо того, на что следовало бы обратить. То есть мы упускаем из виду другие возможности. Преодолеть трудности помог метод выхода из зоны комфорта, который позволил взглянуть на привычный материал с другой стороны. Кстати, я вот бы тоже здесь чуть-чуть коснулся этого пункта. Что такое зона комфорта? Зона комфорта – это та зона, в которую все больше и больше стремится наш постинформационный мир. Да? И чем больше легкости на пути, тем все больше и больше преград на общение человека с самим собой и с другими людьми. А это означает, что и студент сегодня, он хочет все больше и больше легкого, все больше и больше на блюдечке. А зачем напрягаться, если я могу найти что-то, могу получить, я не буду там, тратить на это свое время, ну и иногда смотришь рекламные там, в метро лозунги и слоганы, живи в кайф и прочие вещи, вот они как раз таки и являются своего рода визитной карточкой желаний и чаяний сегодня студента. А очень многие авторские методики, они основаны на преодолении сложностей. Не случайно в 70-х годах прошлого века знаменитое проблемное обучение, оно как раз таки появилось, исходя из необходимости преодолевать эти сложности. Поэтому главный результат – это действительно положенное начало. И вот сегодня как раз таки мы познакомимся с тем, что может из себя представлять как один из вариантов решения проблемы индивидуализации обучения студентов. Каковы главные критерии, наверное, сегодня современного занятия? Если мы вектор обучения направляем не на студента, давая ему готовое содержание обучения, которое нужно усвоить и потом продемонстрировать, так называемый информационный подход образования, а как раз таки, когда мы предоставляем возможность студенту самостоятельно осваивать объекты окружающей действительности в той форме, которую задает заранее учитель или преподаватель. И вот совокупность образовательных продуктов, об этом мы говорили на прошлом семинаре, это своего рода та траектория, которую можно назвать индивидуальной образовательной траекторией. Почему? Потому что это не только внешние материализованные продукты, сформулированные эссе,
скажем, составлены алгоритмы, какие-то рассуждения студента, цепочка доказательств, создана им своя, скажем, система там чего-либо. Каждый предмет имеет свою специфику. Но это еще и те изменения, которые произошли благодаря вот такой вот активной позиции студента, благодаря его созидательной деятельности. То, что студент выступал творцом своего содержания образования в данном случае. И в этом плане мы можем говорить, что есть содержание образования внешнее и внутреннее. Внешнее – это заранее готовые стандарты, учебные программы, которые отражают достижения человечества в рамках каждой конкретной темы и дисциплины. А внутреннее содержание – это как студент это вот внешнее содержание видит, исходя из своих особенностей. Внешнее не всегда совпадает с внутренним. При информационном подходе, чем больше соответствие внутреннего внешнему, тем выше оценка. Но это, еще раз повторю, закрывает определенные створки креатива. Если студент мыслит иначе, чем ему подается в готовом таком рафинированном виде, это скорее вопреки, а не благодаря системе обучения. Поэтому в данном случае как раз таки вот критерии современного занятия – это индивидуализация, которая проявляется в самореализации по отношению к объектам окружающего мира. Это занятие открытия нового, открытие не с точки зрения достижений человечества, а самого студента. Тот маленький инсайт, который для него занимает объем Вселенной, имеет гораздо большее значение, чем выученные, правильно известные какие-то внешние сведения. Это занятие создания образовательной продукции, и мы можем сделать вывод, что и первое, и второе, и третье, они, естественно, коррелируют друг с другом. Почему? Потому что невозможно сегодня самореализоваться без того, чтобы не сделать открытие. А в свою очередь, что будет являться результатом открытия? Образовательный продукт. Это развитие компетентностей, потому что компетентность – это не просто сумма, совокупность вот именно внешне заданного содержания образования, это еще и определенные личностные качества, это определенные виды деятельности, усвоенные по отношению к объектам действительности. И личностное отношение студента к этим. Это вот здесь мы как раз и затрагиваем вопрос и воспитания. Как же их взять и соединить? Механически можно, я уже приводил такой каламбур в прошлый раз в качестве примера. Давайте введем там предмет воспитания. Воспитание в школе, предмет воспитания, там, я не знаю, в семье, еще где-то. Будет ли это способствовать на выходе появления воспитанного человека? Если створки закрыты у студента, если он сам не прошел через свой собственный учебный опыт, не наполнил объекты воспитания своим содержанием, ни о какой воспитанности говорить не будет, наверное, правильно. Конформизм, да, внешний, внутренний, но не воспитание. Конечно же, это занятие коммуникацией, очных, дистантных. Причем коммуникациям рознь. Подобно тому, как, наверное, любой нож сегодня может быть подспорьем в быту, так и орудием там, преступления, точно так же и коммуникации. Они могут играть как в развитии студента, так и наоборот закрывать этот самый процесс развития, если, например, будут способствовать предоставлению всего готового для студента и будут его вытеснять из процесса образования. Это метапредметное занятие. Вообще есть хорошо уже устоявшиеся, в общем-то, термины: межпредметность, метапредметность. Межпредметность – это фактически очень хорошая попытка объединить разные предметы во время одного там, занятия. Например, биофизика, да, есть преподаватель биологии, есть преподаватель физики, который объясняет транспорт веществ, там, скажем, ионов через клеточную мембрану, основываясь на законах там, диффузии, то есть активный, пассивный транспорт. Но метапредметное занятие – это занятие, которое концентрируется вокруг так называемых узловых сущностей, первооснов бытия. И таковыми первосущностями могут, например, выступать понятия там, таблицы, если брать да, конкретные объекты, молекула, воздух, вода, то есть то, что изучается и в истории, и в физике, и там, биологии. Это некие корни, вокруг которых дальше концентрируется представление о окружающем мире. И, конечно же, это занятие социального учета, учета того, кто я есть среди других людей. Какова моя позиция относительно того, как меня оценивают другие люди.
один из фундаментальных таких, скажем, компонентов, потому что начиная, я уже об этом тоже, кажется, говорил, начиная с эпохи нового времени, человек строит свое поведение, опираясь на поведение других людей. Позиция, когда я в центре Вселенной, она свойственна ребенку определенного возраста, об этом хорошо психологи знают, и это все изучено многократно. А вот взять и составить представление о том, что, оказывается, мое мнение не является единственно правильным, а мой одногруппник имеет возможность посмотреть на объект своими глазами. Вот это дорого стоит. И просто так, усвоением какой-либо методической информации такое понимание не придет. Это надо прожить в собственной образовательной деятельности. Надо вот эти створки, которые закрывают то, что есть внутри у студента, открыть. А для того, чтобы открыть, надо вектор направить от него, а не на него заранее готовым содержанием образования. Привожу такой пример. Когда вот есть преподаватели, академическая группа, там 25 человек, студентов. Преподаватель дает правильную информацию. Вот нужно так, так и так. Вот закон там такой-то, вот такие закономерности, такие-то правила. Все студенты прилежно пишут, что является пропуском, да, к успешной сдаче зачета или экзамена на соответствие сказанного тому, что было заранее преподнесено. И далее преподаватель пытается организовать коммуникацию. Вот у меня всегда вызывает искренний неподдельный интерес, а как эту коммуникацию организовать? Когда на выходе, в идеале, у каждого студента будут одинаковые ответы. Мы уже дали одинаковую информацию всем, да? Оставим за скобки, что все студенты разные, у них разная совершенно культурно-историческая, психофизиологическая там, да, особенность. Они, предположим, ее просто усвоили. Что будет являться мотивацией к учебному общению? Вся многотысячелетняя практика жизни человека показывает, что мотивация возникает там, где есть разнородность в смыслах, разнородность в целях, разнородность в позициях. Тогда есть, скажем так, вовлеченность в том, чтобы создавать что-то новое. Когда мы имеем дело с однородными позициями, а что обсуждать? Ну, ответили студенты. Если преподаватель ставит новую какую-то задачу, это уже новая задача. Но принципиально мотивации к обсуждению в том, что заранее известно, нет. Она мертвая мотивация. Поэтому коммуникации, наверное, искусственные, полуискусственные могут иметь место в учебном процессе при вот таком информационном подходе. Но еще раз повторю, степень эффективности, но они, наверное, выполняют какую-то определенную цель. Да, конечно, студент что-то, возможно, приобретает, но КПД он оставляет желать лучшего. И совсем как другое дело, когда все-таки студент пытается доказать, отстоять свою позицию, прокомментировать, выступить рецензентом, оппонентом позиции любого другого, скажем, своего одногруппника, и мы решаем целый огромный пласт других вопросов с точки зрения подготовки специалиста. Мало того, что степень погружение в тему будет гораздо иной, чем простое усвоение материала. Известно то, что сделано самостоятельно, это не идет в сравнение с полученным от других людей. А во-вторых, еще студент учится смотреть с разных сторон на то, что он сделал. Я, например, практикую всегда задания типа вот, выступи оппонентом любого другого, скажем, студента по той или иной теме. Это может быть дистантно, это может быть в Фейсбуке, это может быть ВКонтакте, это может быть очной аудитории, в зависимости от сложности, объема и подготовленности. Но принципиально выскажи, например, свои слабые позиции, выступи как бы автооппонент, свои слабые позиции и свои сильные позиции в своей же работе. И вот это вот начинает поначалу вводить просто в ступор. А дайте нам что-нибудь легкое, вот мы ответим обязательно. А чтобы я оценивал то, что я сам сделал, ну это уже за пределами возможностей. Это значит выйти из себя и посмотреть на свою работу со стороны. Нужно это или нет, например, для будущего юриста, для будущего экономиста, для будущего переводчика? Думаю, каждый делает вывод сам.